Парламентом Абхазии принята амнистия, приуроченная к юбилейной 30-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии. Предположительно, амнистия коснется 19 человек. Точное количество будет известно только после уточнения данных граждан. Акт государственного милосердия коснется подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Впервые амнистию в послевоенной Абхазии провели в 1995 году. Тогда освободили 56 человек. Государство освобождает из заключения людей с небольшими сроками, инвалидов первой и второй групп, тяжело больных, пенсионеров, женщин и, конечно, ветеранов грузино-абхазской войны. Виновные в тяжких и особо тяжких преступлениях никаким образом не могут рассчитывать на прощение. Это общее правило всех амнистий. Это люди, совершившие не тяжкие преступления. Постатейно это значит люди, совершившие преступления с сроком до 3 лет лишения свободы. Если лица, совершившие до 5 лет лишения свободы, к ним относятся женщины 55 лет или родители несовершеннолетних детей. В эту категорию входят мужчины старше 60 лет, да, это 5-летний возраст отсидки людей, люди группы инвалидности, люди ветераны войны и также люди группы риска здоровья, там, ВИЧ, гепатит и так далее, туберкулез, тяжелые заболевания. Что касается лиц, подвергающихся данной амнистии, да, хочется подчеркнуть, что это лица, совершившие впервые преступления. Вот. И, на мой взгляд, как правозащитника, да, данная амнистия, она сыграет благоприятную роль, просто потому, что в нашей тюрьме, а у нас одна тюрьма на всю страну, в нашей тюрьме не предусмотрены различия между людьми, содержанием идентичные, да, люди, совершив тяжкие, особо тяжкие преступления, расположены там же, где расположены люди, совершившие менее тяжкие преступления. И самое главное в исправительной пенитенциарной системе заключается в том, чтобы человек осознал свою вину и, самое главное, исправился. Но о каком исправлении может идти речь, когда, во-первых, люди с разной степенью тяжести преступлений коммуницируют, и условия содержания оставляют желать лучшего. То есть мы, к сожалению, не исправлением занимаемся, а усугублением. В этом контексте люди, уже осужденные и отбывающие незначительный от общего срока своего пребывания в тюрьме, они как раз-таки у нас понесли наказание, осознали место, где они находятся, и вряд ли захотят повторить это еще раз. То есть в этом контексте я считаю, что эта инициатива очень хорошая. Парламентский комитет еще до принятия амнистии обратился к нам, как участнику амнистии, к нам, к суду, и прислал проект, по которому прокуратура была изучен этот проект. В отличие от предыдущих актов амнистии, которые применялись, эта амнистия нам показалась более лояльная, в части того, что в ней отсутствовали такие признаки, как сокращение на половину срока, на треть срока. То есть в данном случае амнистия применялась лиц в отношении до 3 лет, до 5 лет в отношении определенной категории, и вне зависимости от срока там подпадали женщины, беременные, инвалиды первой и второй группы. В данном случае, в отличие от других амнистий, эта амнистия нам посчиталась нормальной, но тем не менее, изучив этот законопроект, мы все равно сделали на парламентском комитете ряд замечаний. Мы предложили депутатам добавить в список запрещенных статей статьи, связанные с незаконным оборотом наркотических средств без цели сбыта. Ни при каких обстоятельствах под амнистию не попадут люди, которые обвиняются, либо уже осуждены за такие преступления, как убийство, такие преступления, как похищение людей, такие преступления, как изнасилование, такие преступления, как касающиеся государственной измены, сбыт наркотических средств также, да. Эти люди в любом случае не попадут под амнистию. В остальном уже идет градация, то есть для ветеранов есть послабления, для ветеранов, пенсионеров, для обычных преступников, ну, не подпадающих в эти группы, для них послаблений меньше. Следующая амнистия, когда она будет, ну, так я так думаю, что, наверное, минимум через 5 лет, то еще меньше людей станет. И как-то, чтобы люди свою старость могли встретить дома, да, об этом прежде всего думали. Амнистия 2020 года наделала много шума. Как пример, под статьи амнистии могли попасть фигуранты убийства российского бизнесмена Сергея Климантовича и его спутницы. В этот раз парламент постарался учесть ошибки прошлого. Прошлая амнистия, вот, которая была применена на 27-летие, она была
очень противоречивой, имелось очень много толкований как со стороны защиты, как со стороны органов внутренних дел. Очень двояко звучали некоторые формулировки, и у нас были многие суды, пытались мы разъяснить, как это правильно применять, как неправильно применять. Хотя в законе написано, что амнистия длится 2 месяца, мы этой амнистией занимаемся 3 года, 4 года иногда, вот недавно буквально даже применяется. Потому что 2 месяца это только для органов внутренних дел применяется амнистия, а суды, если длятся несколько лет, то можно применить амнистию и через 10 лет, то есть никаких препятствий в данном случае нету. Эта амнистия легка к пониманию, то есть тут нету двойных толкований, и легко она читается, легко ее применять, никаких проблем с ней не должно возникнуть. Ее поздно немножко опубликовали, она вступила в силу недавно сравнительно, и у нас есть 2 месяца для того, чтобы с каждым конкретным лицом разобраться и изучить его историю, изучить его дела, и, соответственно, часть дел будет прекращена на предварительном расследовании, часть будет прекращена еще в стадии процессуальных проверок, но основная масса будет, скорее всего, прекращена в суде. Мы старались, насколько возможно, учесть те проблемные моменты, которые были в прошлой амнистии. Насколько у нас это получилось, ну, не знаю, покажет время, когда мы уже увидим, кто именно вышел, по каким статьям вышел. Да, это уже в частностях будет. Проблема амнистии, она вообще состоит в том, что ты никогда не знаешь до конца, по отношению к кому ее применят. Мы запрашивали у Министерства внутренних дел список лиц, которые отбывают наказание за те или иные преступления. Это что касается ветеранов именно. Вот, нам представили этот список, но опять же нам сразу со стороны Министерства внутренних дел, а именно замминистра, он объяснил, что он сказал, что вы понимаете, что эти данные о том, что они ветераны, это вот данные, эти данные проверены, но вполне возможно окажутся еще ветераны, которые находятся в местах заключения свободы. То есть это не точные данные. МВД не занимается сбором документов, да, о том, воевал человек или не воевал. Их задача совершенно иная. Они исходили из того, что им известно. То есть вполне возможно, и сейчас, насколько я понимаю, вот из последнего разговора с заместителем министра, он мне тоже это подтвердил, что вполне возможно еще 2-3 человека из числа заключенных окажутся ветеранами. Просто у них не было такой информации, потому что это всегда дело, собственно, самого заключенного, его адвоката. В итоге из 15 ветеранов, отбывающих наказание в местах не столь отдаленных, на свободу выйдут 4 человека. За их плечами грабежи и разбои. Другие ветераны продолжат отбывать наказание. Кто за убийство, кто за похищение людей. Мы просмотрели список преступлений, по которым они сегодня несут наказание. Это в основном все статьи, которые относятся к категории особо тяжких преступлений. Это убийство и похищение людей. Наша позиция прокуратуры, несмотря на то, что кому-то это может не понравиться, мы считаем, что человек, который умышленное убийство совершил, несмотря на то, что он ветеран войны, при всем уважении, я еще раз повторяюсь, мы категорически против. Изначально, когда готовили проект, получалось, что мы когда сели, мы, естественно, исключили большое количество статей особо тяжких, которые, ну, как мы считали, не должны люди выходить по этим статьям из тюрем. Но оказалось, что в этом случае совершенно ни один ветеран не выходил. Ну, естественно, вознаменование 30-летия Победы, и как-то, наверное, ну, тяжело, наверное, допустить такое, и вот эта претензия о том, что как раз ветераны не выходят. Ну, начали мы искать какие-то другие пути. Ну, как вам известно, у нас со стороны Кана Валерьевича Кварча, со стороны Адгура Рафетовича Харазия, ну и с моей стороны были подготовлены поправки, чтобы хоть как-то расширить этот список. Но дело в том, что, понимаете, у нас есть ветераны, кто сидит по таким статьям, как убийство, там, 2 и более лиц. Есть ветераны, которые сидят там за другие очень, там, что касается, например, похищения людей. То есть по этим статьям вот у нас было немножко недопонимание, можем ли мы распространять амнистию именно на эти статьи даже по отношению к ветеранам. Ну, как-то вот 3 разные поправки были, ну, прошла та, которая прошла, и вот только после этого у нас уже получается, что вот 4 ветеранов выходят. Ну, вполне возможно, еще 2-3 человека добавится, это исходя из разговора последнего с министром внутренних дел. Это по каким статьям вот эти 4 ветерана? Какие у них статьи? Серьезные статьи, там, насколько мне память не изменяет, там есть и грабежи, разбои есть, там есть также
применение, там, тяжкие телесные повреждения были по отношению к человеку применены. Опять же, вот что связано с разбоями. Вот, то есть такие даже статьи, но это ветераны уже, они в основном пенсионеры. То есть и мы исходили из того, что хотя бы как-то мы должны кому-то помочь. Не попадают под действие парламентского постановления те, кому ранее применялся акт амнистии или помилования. Государство прощает один раз. Это касается и ветеранов, даже если они осуждены по легкой, в кавычках, статье. По одному из ветеранов он должен был попасть под амнистию из тех документов, что мы имели. Но в итоге и статья у него была несерьезная, ну, скажем так, из тех, что были представлены. Но оказалось, что потом уже после мы узнали, что оказывается еще в начале 2000-х к нему был применен акт амнистии уже или помилование. Ну, то есть второй раз воспользоваться он уже им не может. У нас изначально этой информации не было. То есть мы считали, что, наверное, этот человек, когда мы для себя подсчитывали, кто выйдет или не выйдет, мы считали, что этот человек выйдет. Но в итоге он не выйдет по амнистии, потому что в начале 2000-х годов к нему амнистия была уже применена. А нам просто этого не было известно. И у нас постоянно вот такая информация. Мы, понимаете, мы же не знаем, например, если оставим даже за рамками тех, кто сидит, возьмем, поговорим еще о тех, кто находится под следствием, да, например, или кого судят. Мы ведь не знаем, кто из них ветеран. То есть, да, это же разные дела, разные люди, разные судьбы. На этапе подготовки проекта постановления парламентарии консультировались с правоохранительными органами и прокуратурой. На заседании сессии были вынесены 3 поправки к проекту, с которыми Генпрокуратура ознакомилась на месте. Изучив наши архивные дела, которые у нас находятся в производстве, серьезнейшие опасения у нас вызывали дела, связанные с коррупционными составляющими. То есть те дела, о которых мы неоднократно говорили, мы предложили парламентской комиссии включить в состав запрещенных статей те статьи, которые связаны непосредственно с коррупционным элементом. Но на сессии парламента уже появились новые поправки. Они были предложены 3 депутатами. И одна из поправок была принята непосредственно на самой сессии парламента. Поправка заключалась в том, чтобы в нее добавили 3 пункта, 2 из которых это ветераны Отечественной войны народов Абхазии 92-93 года, и были ряд исключений по 4 преступлениям. Это убийство, это похищение людей, незаконный оборот наркотиков и все преступления, связанные с сексуальным насилием против женщин, детей и развратных действий. А также появилась поправка женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет с такими же ограничениями по 4 категориям видов преступлений. То есть в данном случае, вне зависимости от того срока, который им грозит, в отношении этих лиц судами должна быть применена амнистия. Эти поправки были обсуждены только уже на самой сессии парламента, предварительно прокуратура по ним заключения не давала. И вот приняли такой акт амнистии с такими поправками. При этом список запрещенных статей для этих 2 категорий не распространяется. У них есть свой отдельный список именно по 4 категориям преступления. Хотя список запрещенных статей для других лиц гораздо обширнее. Самые громкие коррупционные дела в Абхазии в сфере медицины, культуры и строительства. Суммы хищений многомиллионные, папки увесистые, работа следователей кропотливая. Но что интересно, многие фигуранты этих дел либо ветераны, либо пенсионеры. Конечно, не факт, что все они согласятся на амнистию, надеясь в суде доказать свою невиновность. Тем не менее, у Генеральной прокуратуры серьезные замечания к парламентскому постановлению. У нас порядка 7-8 дел сейчас находится в судах. Это дела, вызвавшие общественный резонанс, где были похищены многомиллионные суммы бюджетные. Сейчас мы анализируем все вот эти дела, но хотелось бы сказать о том, что есть серьезные опасения, что по ряду дел, даже больше половины дел, ряд фигурантов при согласии с этим актом амнистии, они у нас выпадут. То есть по факту эти лица не должны признавать свою вину, они лишь должны принять акт амнистии, согласиться с принятием акта амнистии. Помимо тех, что мы здесь судим, есть еще ряд лиц, которые находятся в розыске. И тоже фактически, если посмотреть, будут представлены документы, подтверждающие их возраст, превышающий для женщин 55 лет и для мужчин, превышающий 60 лет,
То есть, если будет паспорт, буквально достаточно этого, то эти лица тоже выявляются. И они не совершили этих 4 преступлений: убийство, похищение, изнасилование и наркотики, то они тоже являются субъектами амнистии. В данном случае уголовное преследование в отношении них будет прекращено, они будут считаться несудимыми, но амнистия не является реабилитирующим основанием. Акт амнистии применяется при согласии с этим актом амнистии. Соответственно, соглашаясь с этим актом амнистии, дело будет в отношении него прекращено, но в самом амнистии, в акте применения говорится о том, что сам акт амнистии не освобождает от выплаты финансовых задолженностей, которые имеются перед потерпевшей стороной, либо перед государством. В данном случае уже будет действовать гражданско-правовой порядок обращения в суд, и потерпевший вправе обратиться в суд и взыскать через судебных исполнителей суммы в бюджет, либо в адрес потерпевшей стороны, те суммы, которые были предъявлены ему в обвинении. От Генеральной прокуратуры они просили нас рассмотреть возможность внесения изменения туда, то есть в список статей, ну я так называю, блокирующих статей, внести еще преступления коррупционной направленности. И мы это сделали. Но мы это сделали, опять же, я потом уже как бы вот в изначальном варианте мы это сделали для основных групп преступников. То есть ветераны, опять же, по отношению к ним коррупционные не подпали. Ну, есть что есть, то есть. Так получилось. Вполне возможно, это наша ошибка, которую нам еще придется расхлебывать. Нет шансов на досрочное освобождение у женщин, потому как все они осуждены за убийство или сбыт наркотиков. Женщины, которые у нас находятся в заключении, это либо убийство, либо сбыт наркотиков. То есть, ну, такая ситуация, к сожалению. Да, так получилось. Мы не могли просто, ну, чтобы хотелось, честно говоря, очень хотелось, чтобы именно женщины попали из тех, кто находится в заключении, хоть кто-то. Но просто не получалось, потому что тогда вышли бы люди, совершающие... Это ведь, опять же, не на человека. Да, можно там, вот, ну, ко мне обращались также, да, а молодая девушка, она сидит, у нее 3 или 4 детей, вот тоже за вот эти закладки, так называемые. Да, ну, а как мы можем... Она, говорят, ну, как бы поменяла вообще свое отношение ко всему. Ну, сейчас я этого не проверял, я не знаю, но, допустим, даже ко мне и обращались и священники, да, вот по ее вопросу. Но как я могу только по отношению к ней применить амнистию? Нет, выйдут другие люди, и, честно говоря, приходилось как-то отказывать, что мы уже ничего не можем в этой ситуации сделать. Ну, это уже тема помилования. Это уже тема помилования, да, вот как бы я также и предложил им обратиться там, на имя президента с просьбой о помиловании. Да, от себя даже можно, чтобы кто-то из депутатов тоже походатайствовал, ну, если кто-то посчитает необходимым. Но в плане амнистии так не получается. Амнистию не стоит путать с помилованием. Право помиловать осужденного обладает только президент, а акты амнистии принимает парламент. Но не только в этом разница. Помилование применяется персонально, поименно, а амнистия к определенным категориям лиц, нарушивших закон. Она обезличена, в ней сухие статьи Уголовного кодекса. Амнистия для России – это одно, потому что она реально там, может быть, вот действительно обезличена. Но все-таки амнистия в Абхазии – это немножко другая особенность, потому что в любом случае вы можете копнуть и выяснить конкретно про человека, про его личность. Да, как вы сказали, в России, то есть да, она всегда обезличена. Она такая и должна быть. Амнистия должна быть, это должен быть документ, где есть там сухое переименование статей, сроков, да, по которым человек амнистируется или не амнистируется. Но в нашей ситуации так не получается. Я изначально хотел отнестись к этому вопросу именно так как это делается практически во всем мире. Но мы сразу же встретились с такой ситуацией, что у нас породятся какие-то новые проблемы. Вот возьмем, например, что делать. Была такая возможность, что под амнистию мог попасть вот этот парень, который сжег абхазский флаг. Можем мы это допустить в 30-летие Дня знаменования Победы? Естественно, не можем. Хотя, ну, можно сказать, да, он никого не убил, то есть, да, это его первое преступление, но мы не можем этого сделать, и нам пришлось, да, это, ну, юридически я уже, как получается, признаюсь, но юридически это неверно, наверное, нам пришлось эту статью также внести в список блокирующих статей. То есть для того, чтобы этот человек не смог по амнистии выйти в День 30-летия Победы. То есть, да, нам приходится
вмешиваться в это. У нас и еще второй случай был, тоже касался человека, который проявил свое отношение именно к нашему государству, да, и сейчас попадал под амнистию. Мы также внесли изменения, чтобы этот человек не выходил. Ну, для себя я решил, что да, это 30-летие Победы, и вот в этом вопросе придется в любом случае ориентироваться как-то на личности, на конкретные преступления содеянные тоже, а не только на сухие там, цифры о статьях и о сроках. Амнистия отличается от помилования тем, что здесь нет персонализации. Это создаст некие сложности для юристов, правозащитников и для правоохранительной системы. Но тем не менее инициатива мне нравится просто потому, что в категорию помилованных не вошли лица, совершившие тяжкие, особо тяжкие преступления. В этом плюс или минус? А тут палка о двух концах. С одной стороны, физически невозможно промониторить каждого преступника, совершившего преступление под тем категориям, которые поддаются амнистии. С одной стороны, это слишком огромный объем работы. И с другой стороны, в действительности, тогда получится опять кого-то выбрали, а кого-то не выбрали. А, видимо, опять какая-то коррупционная схема. То есть мы, как общество, не поверим в беспристрастность проверяющего органа. Тут ты не найдешь специально, если не найдешь копаться почему-то, кто-то кому-то захотелось кого-то там вытащить, да, проще было под амнистию, не под амнистию, а под помилование провести такого человека, которого очень хочется спасти. Есть мнение, что по некоторым уголовным делам стоит применять амнистию с учетом позиции потерпевшей стороны. Например, по ДТП, где есть погибшие. Но этот вопрос требует тщательного изучения. Мы высказали свое опасение в части уголовных дел, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, повлекшими смерть. Мы просили о том, чтобы при принятии амнистии учитывалась не только позиция самого обвиняемого, но и позиция потерпевшей стороны, так как непосредственно ДТП, которые совершены были бы перед амнистией, то есть еще мнение потерпевшей стороны было бы очень важно знать, имелись ли претензии у них в этой части. Мы освободили тех, кто совершил убийство по неосторожности, за исключением таких отягчающих обстоятельств, как, например, нахождение в состоянии опьянения. То есть, если человек находился в состоянии опьянения, когда совершил аварию и убил человека, амнистия на него не распространяется. Да. Но если не находился в состоянии опьянения, то есть, да, обычно ситуация, бывают случаи, вот если помните, недавно это даже вот ходило по WhatsApp видео, когда большая машина, фура, вот она задним ходом ехала, случайно он наехал человек, который не слышал, что происходило, да. Вот, например, эта ситуация, она попадает под амнистию. Но опять же, я не в курсе ситуации, если он не был пьян, водитель, естественно. Амнистия не реабилитирует и не освобождает от обязанности возместить вред, причиненный противоправными действиями. Вся суть в прекращении уголовного преследования. Человек не считается оправданным. Он, если виновен, он виновен. Просто он уже не сидит в местах заключения. Он не оправданный. У него права такие же, как у обычного гражданина. То есть он может устраиваться на работу, он Конечно. может... То есть образ... Нет, если на него до этого судом нету каких-то, не возложено, допустим, там запрет на занятие деятельности определенной, да, если нет такого запрета, то да, он может выйти, работать, жить обычной жизнью, по сути. В аппарат уполномоченного по правам человека в Абхазии не поступало заявлений с просьбой о помиловании или амнистии, но систематически правозащитниками поднимаются вопросы условия содержания заключенных. И президент, и парламент, и исправительные учреждения, и МВД ежегодно получают мониторинг от аппарата уполномоченного по правам человека о состоянии тюрем. Хочется, конечно, верить, что в ближайшем будущем ситуация будет улучшаться. Мы, например, всецело за то, чтобы наконец обратили внимание на тюрьмы, потому что человек, отбывающий наказание, если наша цель исправительная, то как-то должны быть более цивилизованные условия, потому что в таких условиях ни о каком исправлении, к сожалению, говорить не приходится. У нас Однодранская тюрьма, там не предусмотрено пребывание женщин, и женщины, которые у нас отсиживают свои сроки, они пребывают в МВД. То есть там тоже, хотя вот когда я была крайний раз в СИЗО, МВД, ремонтные работы шли, побелочка была, красили, то есть посильно приводится в порядок, но, к сожалению, без системного подхода это
не делаем. Вы изучали ли вы последствия от предыдущих амнистий? Не хотелось, чтобы тот уровень хейта, который был тогда, чтобы как-то коснулся нашего созыва. Я не знаю, в итоге, может быть, мы чего-то и не предусмотрели, и вполне возможно, что не предусмотрели из того, что я слышу. Да, но время покажет, если честно. Мы старались, насколько это возможно. На самом деле, понимаете, вот эта история с ветеранами, когда мы поняли, что ни один ветеран не освобождается по изначальному проекту, она изменила наши планы. Нам пришлось искать какие-то новые пути, и вполне возможно, я допускаю, да, что ошибки мы совершили какие-то, но это время покажет опять же. Много ли амнистированных в предыдущие годы опять оказались в местах лишения свободы? Тоже что-то есть какая-то информация? Из числа ветеранов, которые сегодня есть, вот список, который у меня был, эти 15 человек, по-моему, 5 человек, это кто уже амнистировались, в том числе и по этой статье. Там же было, что им сокращали оставшийся неотбытый срок в 2 раза. То есть они досиживают за то же самое преступление. Получается так. Но амнистия еще второй раз к ним не может быть применена. Как я и сказал выше, у меня серьезные опасения по коррупционным делам. Очень серьезные опасения, потому что прокуратура на каждой площадке информационной кричит, мы оспаривали, мы были не согласны с мерами пресечения, мы говорили за домашний арест, мы говорили, а тут получается, что даже человек не будет признан виновным, в отношении него просто прекратится уголовное преследование, он будет несудимым, он имеет право восстановиться на работу, и при этом никаких проблем нет у него ни с чем. А все, что мы проделали, если вы обернетесь на обратной стороне, вот это материал одного уголовного дела, оно величиной с человеческий рост. И вот такую колоссальную работу проделали следственные органы, и вот только по этому делу 3 человека у нас под того, что могут они попасть под амнистию из 4 фигурантов. Мы не против того, чтобы эта амнистия была, но мы хотели бы, чтобы она перед тем, как эту амнистию принимать и разрабатывать, чтобы это не было в спешном порядке именно на сессии парламента, чтобы это заранее было обговорено со всеми участниками амнистии. И не касалась она серьезных дел, особо опасных в отношении особо опасных преступников, в отношении многомиллионных хищений, в отношении убийства, разбоев, похищений. То есть, немножко несправедливо, что проделана следственным органом огромная работа, не учитывается мнение потерпевшей стороны в данном случае. Но по преступлениям небольшой средней тяжести, там, где человек впервые совершил преступление, оступился, то я считаю, что можно один раз простить. Здесь законодатель тоже запрещает применять амнистию в отношении лиц, которые ранее отбывали в местах лишения свободы. Это тоже я считаю правильным. Но она не должна быть прямо каждый год. И все лица, которые сейчас у нас отмечаются, находятся на учете. Мы знаем, где они находятся, где они отмечаются. В отношении этих лиц также будет прощение. И в дальнейшем, если мы завтра, послезавтра их вновь поймаем за каким-то преступлением, они будут чисты перед законом, они будут несудимы, они будут как лица, впервые совершившие преступление. Хотя может в своей биографии иметь до 10 судимостей. Постановление об амнистии должно быть исполнено в течение 2 месяцев со дня вступления в силу. Реализация возложена на органы внутренних дел, дознания и предварительного следствия, суды и судебных исполнителей. При этом звучат предложения о том, что нужен закон об амнистии, который сократит частоту применения акта гуманизма хотя бы до 1 раза в 5 лет.